Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиационным событием в аэропорту Нерюнгри, когда самолет авиакомпании «Якутия» задел хвостом взлетно-посадочную полосу в аэропорту Чульман в Нерюнгринском районе. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с авиационным событием в аэропорту Нерюнгри. Вчера, 11 декабря 2018 года, около 7 часов московского времени в аэропорту Нерюнгри самолет Boeing 737 авиакомпании «Якутия» при выполнении рейса с сообщением Нерюнгри-Красноярск задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу во время взлета. На борту находилось 103 пассажира, пострадавших нет. В связи с произошедшим Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Тем временем в Мирном по подозрению в краже айфона с торговой точки задержали 77-летнюю местную жительницу. Как отметили в полиции, по предварительным данным, подозреваемая, находясь в салоне сотовой связи, заметила оставленный на прилавке мобильный телефон потерпевшей. Она дождалась момента, когда та отвлечется на других клиентов, похитила гаджет и покинула торговую точку. Потерпевшая работает продавцом-консультантом. Похищенная изъята пожилой женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Соблазну кражу, как оказалось, подвержено не только старшее, но и подрастающее поколение. В столице республики полицейские раскрыли кражу из продуктового магазина. Воришками оказались братья 16 и 12 лет. В полицию обратилась директор магазина, расположенного на Сергеляхском шоссе. Были установлены подозреваемые, которыми и оказались подростки. За 2 дня до происшествия 12-летний брат похитил из подсобки магазина ключи. Затем в одну из ночей они проникли в магазин и похитили сигареты, газированные напитки и шоколадные батончики. Подростки так спешили обратно, что сломали ключ. Связка ключей осталась висеть в замке черного хода. В отношении старшего из братьев возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а младшим, впрочем, как и старшим, займутся инспекторы по делам несовершеннолетних. Законные представители братьев привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию сыновей. Материалы будут рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Шоколадные батончики – это, конечно, серьезно, однако следующее дело гораздо масштабней. У жителя Вилюйского района взыскали 19 миллионов неуплаченных налогов. Как заявили в прокуратуре, он внес в налоговые декларации ложные сведения. Мужчине, помимо взысканной суммы, назначили штраф в 300 тысяч. Кроме того, у него арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser. Подсудимый занимал должность директора общества. Имея реальную возможность произвести уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость, он умышленно из корыстных побуждений уклонился от уплаты налогов, говорится в сообщении прокуратуры. Из всей суммы 10 миллионов удержаны в доход федерального бюджета, 9 миллионов рублей в доход республиканского. Воровать можно не только деньги и продукты. В сети появилось видео, как на автозаправке в районе Даркылаха сливают бензин, воспользовавшись неработающей колонкой. По некоторым сведениям, было слито 3 кубометра за одну ночь. Однако в МВД заявили, что никаких обращений не поступало. Подробности выясняются. Переходим к федеральной повестке. Одна из ракет зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь» самоуничтожилась в ходе испытательных стрельб на полигоне Капустин-Яр в Астраханской области. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, в оборонно-промышленном комплексе на полигоне проходили испытательные стрельбы. Одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе. По данным другого источника, в настоящее время комплекс проходит заводские испытания. ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации. С-350 «Витязь» – зенитно-ракетный комплекс средней дальности с максимальным радиусом поражения целей 60 километров и максимальной высотой поражения 30 километров, разработанный концерном «Алмаз-Антей». ЗРК предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и с баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.
4 человека погибли при стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге. Мужчина застрелил 3, ранил больше 10 и скрылся от полиции, рассказывает Алена Островская. Мужчина открыл стрельбу во вторник вечером на рождественской ярмарке в Страсбурге. 3 человека погибли, 12 пострадали. Полицейские ранили нападавшего, но ему удалось сбежать. Мужчина запрыгнул в такси, выбросив из машины водителя. Французские власти назвали произошедшее терактом. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил о повышении уровня угрозы безопасности до максимального и усилении пограничного контроля. Поиски идут полным ходом. Этот человек хорошо известен из-за множества правонарушений, как здесь, так и в Германии. За них он уже понес наказание. По сведениям местных изданий, подозреваемый 29-летний мужчина по имени Шариф. В полиции он значился как радикальный исламист. Утром во вторник его должны были задержать, однако во время рейда мужчины не оказалось дома. Кастанер заявил, что школы и лицеи в Страсбурге в среду работают в штатном режиме. Однако родители вправе решить, стоит ли отпускать детей. На рождественских ярмарках выставлена дополнительная охрана. На этом пока все. Берегите себя.